Здоровье с Муйчунем. Массаж при слабой памяти. При слабой памяти надо делать массаж здесь, на большом пальце. Этот массаж надо обязательно делать дедушкам и бабушкам. После 50 лет надо уже начинать делать этот массаж. Пожилым женщинам и мужчинам надо обратить внимание на этот вопрос. Надо делать массаж в этом месте. В 50 лет человек уже старый, да? Нет, не старый. Но в Китае говорят, что уже половина жизни прошла. Надо уже быть внимательным. У меня уже жизнь больше половины прошла. Если у кого-то есть симптомы слабой памяти, деменции, дайте-ка я посмотрю сейчас на ваши большие пальцы. Надо смотреть на внутренней стороне большого пальца. Есть ли там острый угол? Если есть острый угол, надо обратить внимание на память. Люди много раз забывают, где положили ключи, или другие вопросы забыли. Забываю? Я посмотрю. Не острый. У вас не острый угол. Это не острый. Не, мозоли нет. Если острый, то даже может образовываться мозоль. Тогда надо обратить уже на это внимание. У кого есть этот знак на большом пальце, внимание. Подождите, мы будем обо всем говорить по порядку. Мозоль на большом пальце внутреннем. Мозоль только на этом месте большого пальца ноги. Посмотрите, у меня есть угол. У меня раньше был очень большой мозоль и острый угол. На семинарах я раньше показывал людям. Я начал забывать, где мой дом. Мне надо было уже делать этот массаж. Смотрите, сейчас палец уже мягкий, а раньше был твердый. Я всегда массирую это место. Иногда, если мозоль большой, его вообще надо срезать, а потом делать массаж. Благодаря этому массажу кровь идет больше к голове и стимулирует память. Мы специально сняли большой палец ноги, чтобы показать вам детально, где находится эта зона, которую надо массировать. Посмотрите, она с внутренней стороны большого пальца. Надо следить, чтобы не было острого угла. Если острый угол, надо делать массаж, разминать каждый день, пока палец не станет мягким и круглым.